Мы просто становились свидетелями каких-то вот огромных перемен в Крыму и понимали, что в будущем нас ждет что-то такое, чего никто не прогнозировал еще несколько месяцев назад. Теперь у нас просто страх и паника. Крым наш общий дом! Жизнь не пройдет! Не уходите от ответственности! Исторический момент. 2014 год особенный в моей жизни, в жизни моей семьи, потому что это время сопряжено с большим количеством эмоций и разных абсолютно. В марте 2014 года в нашей семье появился еще один ребенок. Это произошло 28 марта. А чуть раньше, несколькими днями ранее, в Крым начали входить первые российские войска, которые тогда, конечно же, никто не признавал как регулярные российские войска. О них говорили как о неких зеленых человечках или вежливых людях, якобы, да, но на самом деле все прекрасно понимали, что происходит милитаризация Крыма, происходит отторжение Крыма от Украины. Я хорошо помню, что в этот период я находилась в больнице. В один из дней родильное отделение окружили так называемые зеленые человечки. Впервые увидела их с окна своей палаты. Это, конечно, вызвало такое немножко шоковое состояние у женщин, которые находились в больнице. И я хорошо помню диалог врачей, диалог персонала больницы с этими так называемыми зелеными человечками. Спустя некоторое время они сняли оцепление и покинули территорию больницы, но, конечно, для того, чтобы пережить какое-то вот такое потрясение, этого было многим женщинам достаточно. Наверное, у каждого человека, вот абсолютно у каждого человека в Крыму есть какая-то вот такая личная история про то, как лично для него начинались эти события 2014 года. Я помню, как не очень удачно пошутили в больнице в связи вот с этими политическими переменами. У меня 4 детей, и первые 3 родились и имеют документы и свидетельства гражданина Украины. Когда появился 4-й малыш в семье, мне сказали, что вот 3 были граждане Украины, а этот у вас будет гражданин России. То есть так немножко нелепо и немножко неуместно уже шутили те люди, которые, как мне кажется, сейчас уже тогда испытывали симпатии определенные к переменам, которые происходят в Крыму. И вот на наших глазах происходило какое-то расслоение в крымском обществе на тех, кто поддерживает эти события, и тех, кто не принимает их изнутри. Мое материнство в тот период, когда вот у меня появился грудной ребенок, а это всегда у мамы отнимает большое количество времени, оно в какой-то степени помогло мне пережить эти события, потому что я очень много отвлекалась на малыша своего и, наверное, не так эмоционально реагировала, как некоторые люди, потому что были случаи, что люди в больнице попадались с сердечными приступами, с другими формами какой-то стрессовой реакции на эти события. В тот период очень многие люди проводили свое время практически круглосуточно возле экранов телевизора. Люди пытались понять, что происходит, будет ли какая-то реакция со стороны украинских властей, намерены ли вообще защищать население, потому что никто не понимал, что планирует делать с таким количеством боевой техники, которая завозится в Крым, против кого она направлена, могут ли ее использовать против коренного народа или против мирного населения, просто, которое проживает в Крыму. То есть на что готовы эти зеленые человечки и какие риски вообще есть сейчас перед людьми. А это вы чья армия вообще? Смело могу сказать, российская армия. Нам больше никто не поможет.
мы считаем, что Россия пришла к нам на помощь. Мы верим в это свято. И это, конечно, период, когда очень многие люди, особенно пожилое поколение, очень болезненно переживали это. И, наверное, потому что у них происходили какие-то коннотации с 1944 годом, и им казалось, что вот что-то повторяется в этой истории, да. А молодежи стало многое понятным чуть позже, когда на наших глазах буквально менялись таблички на зданиях административных, на наших глазах абсолютно все менялось в Крыму, и мы просто понимали, что вот вчера мы проснулись в одной стране, а сегодня в другой. Практически в каждом доме, если говорить о крымских татарах, шли дискуссии. Дискуссии на политические темы. Люди пытались понимать, что можно сделать, как можно реагировать на это, потому что силовой вариант был исключен в данном случае. И почему? Потому что крымских татар чуть больше 300 тысяч на территории Крыма. Войска, которые были заведены в Крым, и техника, которой они были снабжены, позволили бы любое протестное массовое движение со стороны крымских татар нейтрализовать в считанные часы. И я думаю, что и этот вариант, как возможный, да, он отрабатывался на уровне спецслужб, на уровне силовых структур, потому что места компактного проживания крымских татар постоянно патрулировали. Даже было такое явление, молодые ребята, мужчины из числа крымских татар создавали такие небольшие группы и тоже патрулировали улицы, но с той целью, чтобы защитить свои дома, свои семьи от возможного вторжения. То есть они беспокоились о том, что от простого наблюдения силовики могут перейти к каким-то конкретным действиям, а значит, нужна уже будет какая-то адекватная реакция. И вот в этом было очень много переживаний, и мне кажется, на тот момент и политики, и общественники, и активисты практически консолидированно приняли очень правильное решение о том, что если и выходить с какой-то формой протеста и выражения своей позиции, да, по этим событиям, то нужно делать это мирным путем, потому что в противном случае на наших глазах могла бы развернуться трагедия. Да. Давайте жить дружно! Скорая приедет быстрее! Нормально! Флаг дай сюда. Люди находились в каком-то процессе ожидания. И люди вплоть до так называемого референдума надеялись, что вот сейчас весь мир начнет реагировать, потому что так не может быть, да? И что что-то отмотается назад, потому что то, что происходит, это просто невероятно, и это просто не поддается осмыслению. Так. Выбор сделан. Владимир Андреевич, несколько слов, пожалуйста. Ну что, сегодня радостный день, можем выбрать свое будущее. Так что призываю всех крымчан прийти сегодня, проголосовать, определиться и поставить точку в этой истории, которую мы начали вместе с вами. Выбирал наше будущее, выбирал, не буду говорить, выбирал, короче говоря. Я знаю, что мои родители, если были живы, они гордились бы крымчанами, гордились мной за то, что мы сделали. Прошел март, потом прошел апрель и май, и люди видели, что ничего не отматывается назад, и наоборот, все укрепляется, а в 2015-2016 году, когда уже стали строиться объекты социального назначения, когда полностью произошел переход документа оборота под стандарты уже российского законодательства, люди осознали, что в данном случае они находятся в положении, когда от них вообще практически ничего не зависит уже, да? И у каждого остался просто индивидуальный выбор. Вот что делать с этой ситуацией, уезжать из Крыма или оставаться.
И если оставаться в Крыму, то что делать со своей гражданской позицией, как ее выражать, публично или не публично, да? Как реагировать на все эти перемены, брать российский паспорт или не брать. Да? То есть перед каждым человеком встали такие вопросы. У меня никогда не было мысли о том, чтобы покинуть Крым. Это связано наверное, во многом с воспитанием. И я еще была маленькая и видела, как в доме собираются активисты из числа крымских татар. Я видела, сколько усилий приложили наши родители. И я помню практически вот каждое слово бабушки своей, которая рассказывала о депортации, о том, как люди погибали в депортации. Это все настолько отпечаталось где-то глубоко внутри, что вот во мне сформировалось какое-то чувство ответственности за борьбу этих людей, то есть за борьбу моего отца, за борьбу моей бабушки. И я понимала, что кто-то должен уже продолжать, то есть должна быть какая-то преемственность поколений в этом вопросе. И вот значит именно сейчас пришло наше время, и если они нашли силы в советское время бороться с огромным репрессивным аппаратом, то значит и мы найдем такие возможности и найдем в себе силы. До 2014 года у меня был небольшой опыт в правозащитной деятельности, но это был опыт без такого агрессивного давления извне. Он больше был связан с бытовой жизнью, связан с адаптацией мусульманки в общественной жизни. А в 2014 году, когда прошло несколько месяцев и ребенок уже подрос, у меня появилась возможность выезжать к местам, где проходили обыски и судебные процессы. Я постепенно стала включаться в работу активистов, которые уже на тот момент попытались сформулировать какой-то ответ на действия силовых структур подручными возможностями, потому что никто не знал, что можно делать, как можно вообще противодействовать этому. Я помню, как Нариман Мемедиминов, который сейчас находится под арестом, стал посещать практически один. Он был один из первых таких активистов, который выезжал в дома, где проходили оперативно-розыскные мероприятия, следственные мероприятия, выезжал на судебные процессы. И вот с помощью своего телефона, недостаточно даже мощного, он пытался давать какую-то картинку во внешний мир. И уже тогда был уверен и делился этой точкой зрения с окружающими вокруг, что показывать альтернативную картину, рассказывать, что на самом деле происходит в Крыму, вот это наш путь защиты людей и населения. Любая публичная активность, она всегда сопряжена с рисками. И риски бывают очевидные, а бывают такие, которые ты даже не прогнозируешь, но они могут возникнуть в Крыму. И мы хорошо помним, что особенно в периоды 2014-2015 год это было очень агрессивное давление на активистов, когда не просто там дела возбуждались, да, на них, людей похищали, людей находили мертвыми, людей находили со следами пыток. Людей просто принудительно выдворяли из Крыма за их политическую позицию. И, конечно, в таких условиях невозможно не переживать за безопасность своих близких. И в какой-то момент и мой супруг, и родители, они пытались не удерживать, но, по крайней мере, просили о том, чтобы эта деятельность не была раздражающей настолько, чтобы вот в какой-то момент они решили, что нужно среагировать и там, оказать какое-то давление, да, на этого человека. Она мечтала быть воспитательницей, учить и развивать детей. Но теперь Лутфие Зудиеву чаще можно увидеть возле суда на акциях и собраниях гражданского объединения «Крымская солидарность». Весной Лутфие задержали. Когда Лутфие судили, процесс длился больше 12 часов. В сильную жару во время поста соотечественники стояли до темноты, пока не закончился суд, который оштрафовал ее на 2000 рублей. Это примерно $30. Позже
пришло и ко мне осознание, и к моим близким, что кто-то должен это делать. Вот если человек видит, что происходит несправедливость, и он ощущает в себе силы для борьбы с ней, то молчать он не может, дистанцироваться от этого он тоже не может, потому что в первую очередь не потому, что он должен, да, кому-то, а потому что это внутреннее предательство, когда у тебя есть определенные принципы в жизни, и ты не находишь в себе силы отстоять эти принципы и пытаешься спрятаться за какими-то там причинами, да, и найти себе оправдание. В 2016 году я уже четко понимала, что чем я буду заниматься, как я буду помогать людям. То есть к этому времени в моем сознании очертились вообще принципы этого мирного протеста, ненасильственного. Очень помогало общение с пожилыми активистами, которые приходили к зданиям судов. Это те активисты, которые пережили политически мотивированные процессы по крымским татарам еще в советское время. Они очень много рассказывали, что они делали, как они делали, как они пытались транслировать точку зрения. И вот общение с ними, их, знаете, такой стержень очень сильный, внутренний. Вот это сыграло, наверное, какую-то ключевую роль и в какой-то степени вдохновило даже для того, чтобы проводить определенную работу в будущем. В каждом из нас присутствует страх. Нельзя сказать, что человек не чувствует страха, он всегда присутствует в нас. Но когда у человека есть определенные убеждения в жизни, когда есть вера во Всевышнего, она всегда помогает найти в себе силы и идти дальше. И мне кажется, я просто смогла вот в период после 2014 года этот страх свой внутренний перебороть, потому что мне тоже было страшно. Когда я выходила на улицу и видела такое огромное количество людей в военной форме, мне было страшно. Но в то же время я понимала, что мы не делаем ничего незаконного, люди в Крыму не делают ничего преступного. И даже если они будут открыто выражать свою точку зрения, это является их неотъемлемым естественным правом. И люди в военной форме не могут у нас это право отнять, да, как бы они этого не хотели. Более 96% высказалось за воссоединение с Россией. Крым – это Крым, и он к России не относится. Родины не торгуют. Героям слава!